В Вурнарском районе отметили Всероссийский день молодежи. Праздник был посвящен активной, целеустремленной и талантливой молодежи нашего района. В рамках мероприятия состоялись спортивные, развлекательные мероприятия, чествование молодежи, а также концертная программа. Старт мероприятия был дан на стадионе «Химик», где состоялся турнир по футболу среди детей. В спортивном состязании приняли участие 4 команды из школ района. В Центральной районной библиотеке состоялся круглый стол, в ходе которого обсудили актуальные вопросы, волнующие молодежь. Вначале участники мероприятия ознакомились с деятельностью, обновленной в рамках нацпроекта библиотеки. Затем первый заместитель главы администрации района, начальник отдела образования и молодежной политики Денис Трофимов ознакомил с реализацией программы государственной молодежной политики в Вурнарском районе в 2022 году. Официальная часть мероприятия началась в вечернее время, после завершения трудового дня. Молодежь района приветствовал заместитель главы администрации района, начальник отдела образования и молодежной политики Денис Трофимов. Он искренне поздравил всех с праздником, отмечая, что в нашем районе немало творческих, смелых, инициативных молодых людей, которые имеют разносторонние интересы, показывают хорошие результаты в учебе и в труде. Денис Трофимов пожелал молодежи района оставаться такой же активной, быть в курсе всех событий, смело претворять свои идеи в жизнь. Далее последовала церемония награждения. Денис Юрьевич вручил благодарности администрации района молодежи района. Их были удостоены 12 человек. Также за активное участие в творческой, спортивной, общественной жизни района были вручены почетные грамоты отдела образования и молодежной политики учащейся молодежи района в количестве 8 человек. Также представители молодежи поощрены благодарностью отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района за активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни. Денис Юрьевич поощрил грамотами и призами также победителей спортивных состязаний. Среди футболистов победителями стали футболисты Санарпасинской школы, на втором месте школьники Вурнарской СОЖ номер 2, а на третьем юные спортсмены Янгорчинской СОЖ. В ходе торжества также молодежи района были вручены золотые знаки отличия ГТО по 5 и 6 ступеням. После церемонии награждения праздник продолжила концертная программа. На праздничной сцене выступили воспитанники детской школы искусств, Дома детского творчества, артисты централизованной клубной системы. Затем праздник зажгли артисты чувашской эстрады. Праздник подарил всем море позитива, праздничного настроения и заряд бодрости.